Добрый день, с вами Бородатый Совет и я, Ремий Демеев. Сегодня такая ситуация, что моя любимая мама сказала: сынок, а пойди-ка ты на базар и купи чего-нибудь в дом съестного. Я решил, надо и с вами поделиться опытом похода на рынок. Купить вкусную, здоровую пищу и при этом не получить от мамы по шее, потому что купил это все за бешеные деньги. Что ж, вот рынок, я тут, поехали! Что ж, начнем. Что, как, где нам выбирать? Давайте вот первое, то, что мне попадается на глаза, это сыры, сметаны, мясо. Очень просто, очень легко. Во-первых, запах, цвет. Скажем так, не пугайтесь цвета, допустим, молочных продуктов, когда они там где-то желтее, где-то светлее, где-то белее. Почему? Одна единственная причина. Все сезонно. Если корова питается летом, и она летом дает молоко, и из него делаются молочные продукты, такие как масло и сыры, это происходит, ну скажем так, масло и все остальное, оно бывает более желтоватым. Если это происходит в сезон подкормки, да, то есть когда кормят силосом, сеном уже скошенным, то оно более светлое. Поэтому желтое это не есть плохо, это просто сезонно. То есть если вы по сезону смотрите, вот чуть-чуть вот желтоватая сметана, чуть желтоватое масло, это нормально, это хорошо. Не должно горчить абсолютно. Бывает, пробуешь масло, оно какое-то с горчинкой. Не должно этого быть. Сыры, ну сыры это уже на каждое на свое усмотрение. Соленые, малосоленые, жирные, пресные. Вот данный сыр, да, дали нам попробовать. Вот смотрите, да, цвет слегка желтоватый, то есть он не очень желтый, он более белый. Почему? Потому что сыр, он произведен пока еще, мы только весна, коровы не вышли на пастбище, они не кормятся еще на лугах, соответственно, кормятся они уже более заготовленным сеном, скажем так. И сыр получается у нас светлый. Данная штука у нас, вот, жирность отличная. Ну а по вкусу уже, блин, обалденно вкусно. Пресноватый, под закуску. Не, ну не закуску, в смысле к блюдам. Какая закуска, мы же не пьем. No. Замечательно. Вы видите, сразу. Какая у меня хорошая нога, да, только подошел, люди хлынули, я, видите, как реклама, это мое прямо. Вот за это мне дали кусочек сыра попробовать. Все, поехали дальше. Что касаемо мяса, рыбы, курицы, тут все гораздо проще. Что касаемо курицы, давайте начнем с курицы. Птица, во-первых, не должна быть жесткой, это значит, что ее много раз замораживали, размораживали, замораживали. То есть, с вашего позволения, вот мы трогаем, у нас здесь мягкая, хорошая курочка. То есть видно по цвету, опять-таки, она не синюшная, это значит, ее не обрабатывали, а ее не пичкали марганцовкой и всеми ненужными средствами. Дальше, рыба. У рыбы все вообще просто. В идеале мы покупаем свеже при нас выловленную рыбу. Если нет, если она уже на прилавке лежит, обращаем внимание, жабры, они у нас должны быть розовенькие, и глаза. Глаза ни в коем случае не должны быть мутные у рыбы. Если у рыбы мутные глаза, значит она не годится к употреблению, значит она лежит на прилавке очень долго, она испорчена, она не пригодна к употреблению, просто-напросто отравитесь. От изделий, так сказать, животного производства, это мясо, рыба, курица, сыры и масла и все остальное, мы переходим к более здоровой, более интересной, более растительной пище. Здесь красиво, вот прям вот как на картинке, все. Ароматы, ароматы. Самое главное, кстати, что касаемо фруктов, овощей. Первым делом, вот лично я на что обращаю внимание. Я прихожу, я вижу
Все аккуратно, сложено, все красиво. Да, дело даже не столько красиво, сколько чистоплотности отношения продавцов к своему товару. Для себя уже понимаете, что если люди относятся хорошо к товару, они отнесутся и хорошо к вам, и хорошо вас обслужат. И не будет, скажем так, не будет обмана и в плане качества товара, и в плане качества обслуживания. Что касаемо зелени. На что обращаю внимание, все банально. Нету никаких желтых пятен, никаких желтых листьев. Запах можно, никакой продавец вам не запретит, если вы вот такой один листок оторвете, попробуйте его. Вкусно, невкусно, есть аромат, есть запах или нету его. Это первое. Конечно, поинтересуйтесь у продавца, где это было сделано, то есть откуда привезен товар, с каких грядок, с каких ферм. Это промышленные фермы или это отдельно взятый фермер, который привез этот товар и продает сам. Для меня самый главный показатель, вот когда вот есть земля на продукте, да, это значит продукт не какой-то там ГМОшный, сделан корпорациями, да, а он собран на полях, он чист, он хорош, он свеж, он прекрасен, он с земли. Элементарно, да? Вот смотрим, те же вот морковка. Вот она, земля. Но это собрано, это собрано. Люди не выпендриваются, не очищают, не накручивают цену на то, что у вас типа чистая морковка. Они продают вам хороший, качественный продукт. Обращайте на это внимание. Земля на продукте – это не есть плохо, это есть хорошо. Значит, это собрано с грядки, это собрано с полей. Помидоры. Они прям пахнут. Прям пахнут помидорами. Прям аромат вот свежий. Вот, как, знаете, вот бабушки на грядку заходишь, и вот это все, вот эти ароматы разносятся. Красота-то какая! Лепота! Вот это у нас и происходит здесь. Сейчас мы немного поговорим о вкусном, сладком, растительном. Это об фруктах. От овощей, которые не очень любят дети, но очень любят взрослые. Особенно зелень, закусывать и все остальное. Это прямо самое оно. Вот. Мы переходим к детскому раю, да и в принципе раю любого взрослого мужчины и женщины. Это фрукты. На что обращаем внимание? Понятное дело, да? Вообще, в идеале, лично для меня, чтобы вот тоже яблоко, да, оно не было вот прям вот красивое, идеальное, как и в кино. Вот оно, обычное яблоко, среднестатистическое. Сочное, спелое, наливное яблоко, вот что я! Которое собрали, которое они не выращивали вот в парниковом эффекте, да, вот оно. Вот, где-то оно даже побитое, потому что его струсили с дерева, оно упало, вот оно где-то вот даже с вмятиной. И это неплохо, это хорошо, это натурпродукт. Обращайте на это внимание. Чем красивее, чем изящнее ваши фрукты, которые вы приобретаете, тем они хуже на самом деле. Так что не все золото, что блестит. Попросите продавца, пусть порежет вам, даст вам попробовать. Это тоже немаловажно. На рынке это норма на рынке. Попросить попробовать продукт, который вам предлагают. Вам с удовольствием порежут, вам с удовольствием дадут попробовать, чтобы лишний раз доказать, что именно их продукт это качественный продукт. Плюс, ну посмотрите, какая очередь. Но это уже о чем-то говорит, что это место популярно, что здесь берут. Да, посмотрите. Ну, это просто вот, да, он вроде вот где-то побитый, да, он вроде где-то вот, но ты на него смотришь, и ты его хочешь. Это аналог меня, то есть на него смотришь и хочешь его. Так же, как, вот прям вот, как женщины на меня смотрят, так я вот на него смотрю. Вот, понимаете, вот смотрю и хочу его, все. И еще что самое интересное, лично для мужчины на рынке, на базаре, знаете, как ни странно, но здесь можно познакомиться с девушками симпатичными, с разными, на любой вкус и цвет. Вот. Со всеми можно знакомиться. Так что выбор не только фруктов и овощей.